Жители разных стран живут по-разному. Где-то живут бедно, а где-то не жизнь, а просто сказка. И это неудивительно, ведь в каждой стране своя атмосфера для жизни горожан. Следующие страны, которые я назову, получили высшие места в нашем рейтинге среди 200 стран по разному показателю. В этих странах высокая зарплата, низкий уровень преступности, развитая цивилизация и просто лучшая атмосфера для жизни. Итак, предлагаю вашему вниманию топ-10 стран, где человеку живется лучше всего. Великобритания. Островное государство в Северной Европе. Просто потрясающая страна с мягким климатом. Сюда приезжает огромное количество людей со всего света. На сегодняшний день Лондон, столица Британии, один из крупнейших городов мира. Каждый год Лондон принимает к себе почти 20 миллионов туристов. Вот смотрите на эти показатели. И Британия, так скажем, занимает не самые высокие места, и тем более в стране высокие налоги, как и высокие цены на жилье. Но еще Британия славится высокими зарплатами, поэтому мы дали Британию 10 место. Канада. Все мы хотя бы один раз слышали или даже многие жили в этой прекрасной стране. Социальная поддержка очень развита. Государство гарантирует своим гражданам бесплатную медицину, образование и доступность к любым государственным учреждениям. Крупнейшие города – Торонто, Оттава, Ванкувер, Монреаль и Эдмонтон. Кроме всего этого, Канада – один из самых развитых стран, с высокой доходностью на душу каждого жителя. Канада занимает 10 место в мире по индексу человеческого развития. Новая Зеландия. Пожалуй, это самая отдаленная от нас страна. И ближайший сосед страны – это Австралия. Новая Зеландия является одной из самых развитых и стабильных стран мира. Новозеландцы могут посетить 168 стран без каких-либо ограничений. Как и в Британии, очень высокие зарплаты, но более низкие налоги. Новая Зеландия – один из самых безопасных стран. Примите к сведению. На случай Третьей мировой войны. Нидерланды. Жизнь в Нидерланде, как и в других странах, имеет свои минусы и плюсы. Голландцы – нация в буквальном смысле, построившая свою страну. Им не все равно за свой дом, город или страну. От этого появляется высокая гражданская сознательность, повышенный уровень благополучия и безопасности. Преступность в стране почти отсутствует. Даже некоторые тюрьмы были вынуждены закрыться. Главный минус – это то, что жить в стране тюльпанов – недешевое удовольствие. Высокие налоги, дорогие продукты мигом сожрут вашу зарплату. Пишите в комментариях, какое место занял бы Россия, Украина или Казахстан, если это был не топ-10, а топ-100. Дания. Самая южная из скандинавских стран. Страна, где зимой и летом холодно. Страна, где работают в среднем 7 часов. И страна, где таких понятий, как женский и мужской труд, не существует. Поэтому датчане считают себя счастливыми. Ведь страна по индексу счастья занимает 2 место в мире. Индекс счастья оценивает качество жизни в разных странах и показывает, насколько развитыми эти страны являются. Кроме этого, Дания занимает 5 место по индексу человеческой развитости. Это еще раз доказывает, что Дания очень развитая страна. Сингапур. Город-государство, расположенный на Юго-Восточной Азии. 50 лет назад Сингапур представлял собой маленькую бедную страну. Со временем вошел в десятку самых богатых стран мира. Расход сингапурца каждый год в среднем составляет $80 тысяч. Население Сингапура 5 миллионов. Все они ведут здоровый образ жизни. И может быть поэтому по продолжительности жизни занимают 2 место в мире. И живут они 83 года. Преступность в Сингапуре практически отсутствует. Это все из-за того, что 99% территории страны просматривается камерами видеонаблюдения. Германия занимает 4 место нашего рейтинга и расположена в сердце Европы. Уровень жизни в стране один из самых высоких. Образование в стране на высоте. Если вы получили диплом в Германии, то ваш диплом ценят по всему миру. Экономика Германии сильнейшая в мире. Этим объясняется высокая зарплата в стране. Немцы по индексу человеческого развития занимают 4 место в мире. Германия – жесткая, но свободная страна. Швейцария.
Еще одна европейская страна и один из самых успешных стран мира. Швейцария – это банк среди стран, где хранятся деньги миллионеров, олигархов и даже миллиардеров со всего света. Образование в стране бесплатное и доступно всем, даже иностранным гражданам. Швейцария, по некоторым данным, самая мирная страна. На территории страны не было войны почти 300 лет, но стать гражданином Швейцарии не так-то просто. Чтобы его получить, нужно прожить на территории страны как минимум 12 лет. Страна получает высокие места по разным рейтингам. Смотрите в нижнем углу. Валовой внутренний продукт на душу населения составляет $68 тысяч в год. Австралия. Страна-континент в южном полушарии. В крупнейших городах Австралии высокая плотность населения и невероятно чистый воздух. Поэтому каждый год Сидней и Мельбурн занимают высокие места как самые уютные города для жизни. В этой стране можно увидеть все. Мегаполисы, невероятно красивая природа и неповторимые животные. Это та самая страна, где можно спокойно планировать свое будущее и будущее своих детей, зная, что вашей семье ничего не грозит. И наконец-то первое место – Норвегия. Норвегия – страна с богатой историей и ни с чем не сравнимой природой. На протяжении многих лет Норвегия – самая процветающая и благоприятная для жизни страна. Уровень преступности один из самых низких. Доступность к здравоохранению и абсолютно бесплатное образование делают страну самой желанной страной в мире. Норвегия и по индексу человеческого развития, и по индексу счастья занимает первое место в мире. И все эти показатели – доказательства того, что Норвегия – лучшая страна для проживания. Пишите свои комментарии внизу и обязательно смотрите другие мои ролики, где я расскажу невероятно интересные факты об этих странах.